Гражданка Казахстана обвиняет врачей областной столичной больницы в халатности. По ее словам, из-за недосмотра ее двухлетний сын потерял руку. Доктора объясняют свои действия медицинской необходимостью. После введения в эксплуатацию процессингового центра Нацбанка сегодня многие таджикистанцы не смогли получить деньги от родственников из-за границы. В чем причина? Репортажи из Душанбе и Москвы. Сегодня мне выслали деньги и сейчас сказали, что получить я их не могу. Бишкек снова накрыл смог. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах превышает норму в 10-12 раз. Правительство решило спасать столицу от угара. Правда, пока весьма необычным способом. Наши чиновники заявляли, что все пересядут на электромобили. Но это все нереальные вещи, согласитесь. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. 8 человек погибли в результате ДТП на трассе Кызылорда-Кумкуль в Казахстане. Трагедия произошла сегодня рано утром. Автобус с нефтяниками опрокинулся примерно в 85 километрах от Кызылорды, административного центра региона. В момент аварии в автобусе находились 35 человек. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям сначала сообщил о 7 погибших и 22 пострадавших. Позже число погибших выросло до 8. Сообщается, что сотрудники нефтяной компании ехали на работу на месторождение Кумкуль. По предварительной информации властей, водитель из-за гололеда на скользкой дороге не сумел справиться с управлением. За день до аварии из-за сложных погодных условий сотрудники МВД частично перекрыли трассы в Актюбинской, Кызылординской и Жамбыльской областях. В ведомстве сообщили, что из-за прошедших дождей практически на всех участках трасс образовался гололед. В связи с тем, что там идет потепление резкой температуры, были дожди, и за ночь опять похолодание, поэтому образовалось гололед практически на всех участках. Поэтому частично трасса закрыта, но в то же время мы вот всех предупреждаем официально, чтобы все водители были, во-первых, бдительны, во-вторых, там везде знаки, где гололедное явление выставлены, наряды предупреждают, поэтому прошу быть очень аккуратными и бдительными. Сейчас в 25 километрах от Кызылорды выставлен полицейский пост, который не пропускает ни грузовые, ни легковые автомашины, ни автобусы. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области организован оперативный штаб. В связи с гибелью нефтяников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем родственникам будет оказана помощь. Я напомню, по данным статистической службы Европейского Союза, Казахстан входит в пятерку мировых лидеров по числу дорожно-транспортных происшествий. Высокий уровень аварийности объясняют несоблюдением правил дорожного движения, техники безопасности и неудовлетворительным состоянием дорог. Жительница Акмолинской области обвиняет врачей детской областной больницы Кокшетау в преступной халатности. По ее словам, из-за некомпетентности медперсонала двухлетнему ребенку, поступившему в больницу с пневмонией, ампутировали руку. Шалпан Разбекова с подробностями. Это видео снято еще до ампутации руки двухлетнему Бауржану Куралбеку. В это время у малыша рука уже болит. В детскую больницу Нур-Султана маленький пациент поступил с пневмонией. В столичной больнице мы 4 дня провели в реанимации, но так как не было улучшения, они нас без согласия перевели в детскую больницу в Кокшетау. Да, там ребенку прочистили легкие и перевели в палату. Потом начали колоть через левую руку с помощью катетера антибиотик. Через 5 минут у ребенка отнялась рука. По словам Акбопе, неладное с сыном заметила сразу. Говорит, что незамедлительно предупредила врачей. Но те, в свою очередь, посоветовали помассировать ручку. Мол, само пройдет, сетует женщина. Сначала рука стала белой, ребенок стал жаловаться на боли. И даже когда рука уже стала ледяной, на нас не обращали внимания. Потом я еще сказала, посмотрели и говорят, вы помассируете. Так и должно быть, скоро пройдет. Из-за отсутствия специалистов в Кокшетауской больнице ребенка снова перевели в столицу. Здесь же ему ампутировали руку по локоть. Иначе, рассказывает сама мать, тромбоз мог перебраться к сердцу. И тогда ребенка бы не стало. В больницу, где было принято решение по ампутации, журналистов не пустили. За ворота давай, все. Я скоро снимаю. Бери руки. А вот в больнице Кокшетау, где и допустили, по мнению Акбопе Калилы, халатность, сделав укол без пробы, говорят совсем другое. Мол, руку ребенок потерял из-за запущенности в пневмонии, вследствие чего образовался тромб. Ведь ребенок поступил в тяжелейшем состоянии. Но при проведении этой бронхоскопии у ребенка было обнаружено инородное тело по типу хряща. Оно было удалено безболезненно. Мы отдали это инородное тело на гистологию. Заключение: некротический детрит. То есть это было до такой степени, может запущено, может длительность заболевания. Может, он и не месяц болел. По словам Иванова, здесь нет вообще связи между введенным антибиотиком и ампутацией руки ребенка. Этот процесс тромбообразования, он случился не в вене, он случился в артерии.
От этого как бы я не вижу причинную следственную связь между какой-то манипуляцией, введением какого-то вещества. Я вижу, что это связь с основным заболеванием. Пока женщина о произошедшем рассказала лишь журналистам, но намерена судиться со всеми медиками, кто принимал участие в лечении. Акбопе не знает, как в будущем будет отвечать на вопросы сына. Несмотря на то, что ему всего 2,5 года, он все понимает. Он мне постоянно показывает руку, мол, что с ней, а сказать не может. Постоянно просит поцеловать руку. Думает, если я ее поцелую, она заживет. Хотя можно было бы избежать этого. К слову, в Министерстве здравоохранения об этом случае знают. Но для того, чтобы создать комиссию и выяснить, кто виноват, от Акбопе Калилы необходимо получить письменное заявление с требованием разбирательства. Шолпан Урузбекова, Ганизат Успанов и Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. А в Кыргызстане ищут пропавших сотрудников рудника Кумтор. Накануне в долине ручья Лысый сошел оползень отвалов пустой породы. Сотрудников горнорудной компании эвакуировали, но выяснилось, что пропали двое. Как сообщает пресс-служба правительства, это мастер горного отдела Умирбек Ищенбеков и машинист бульдозера Джолдош Джунушев. На фото с места событий видно, как оползень накрыл несколько машин. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев поручил мобилизовать все усилия для поисков пропавших, увеличить число спасателей и разобраться в причинах произошедшего. Открытые горные работы на руднике временно приостановлены. В компании не сообщают, когда они возобновятся. По информации правительства, участок, где произошла подвижка отвала, основным производственным объектом рудника не угрожает и расположен на безопасном расстоянии от хвостохранилища Петрова. В настоящее время поисковые работы продолжаются. Экотехинспекция на сегодняшний день провела разведку местности, установили приборы наиболее опасные места дополнительного схода горных отвалов. Охрана окружающей среды в день 3 раза снимает все анализы и представляет соответствующую информацию. До места приблизительного нахождения потерпевших пока нам не удается дойти в связи с тем, что очень много масс горных отвалов. Надеюсь, до вечера мы планируем дойти до приблизительного места нахождения пропавших. Кумтор – крупнейшее золоторудное предприятие в Кыргызстане. Оно управляется канадской компанией Центера Голд. Рудник расположен в Иссык-Кульской области. С момента разработки месторождения в 1997 году между инвестором и правительством возникало много споров. В то же время активисты часто заявляют о несоблюдении экологических и технических требований. Жители Таджикистана сегодня с утра не смогли получить денежные переводы из России. Самые популярные системы переводов теперь не работают. Приостановка работы большинства систем связана с запуском Нацбанком страны процессингового центра денежных переводов, через который обязаны работать все компании. Сейчас работает только 2. К вечеру, правда, очередей в банках уже не было. Таджикистанцы быстро сориентировались и переключились на работающие компании. Но далеко не все. Анушер Ванарипов продолжит. В стране заработала новая система денежных переводов, контролируемая Национальным банком. А население опять забыли уведомить заранее, говорят таджикистанцы. Поставили перед фактом. Людям пришлось срочно звонить своим близким за границу, чтобы они забрали деньги и переслали их через действующие компании денежных переводов. Многие до сих пор тщетно ходят от банка к банку в надежде получить свои деньги. Я пользовался услугами только одного банка. Мне выслали деньги из России, но в своем банке я сегодня не смог получить их. Мне сказали, что система не работает. Сегодня мне выслали деньги, и сейчас сказали, что получить я их не могу. Зашел уже в 7 банков и не смог нигде получить деньги. Я пользовался только золотой короной. Мне было удобно пользоваться этой системой, так как через мобильное приложение можно отправлять деньги, и я уже знаю, как все работает. У меня не было проблем. В банках уверенно говорят, что особых проблем сегодня у них не было. Большинство систем переводов действует практически в каждом банке, и сменить одну на другую можно на месте за считанные минуты. В этом финансовом учреждении отмечают, что уже к обеду очередей к кассам не было. Выбор у них должен быть. Если они осуществили денежные переводы по торговой системе, они могут взять свои деньги обратно и перевести деньги по тем системам, которые на сегодняшний день у нас работают. Это Контакт и Юнистрим. Я думаю, здесь никаких проблем не должно быть. Единственное, я думаю, мигранты должны иметь информацию.
Хотя очередей сейчас и нет, таджикистанцам пришлось отказаться от проверенных и привычных систем денежных переводов, говорит эксперт Мехрубон Бургонов. Население заранее никто не уведомил, уверен он. Кому-то сегодня срочно нужны были деньги на лекарства, другие хотели внести плату за учебу или погасить кредит. И самое главное, считает эксперт, все эти проблемы искусственные и никому не нужны. Процессинговый центр бесполезен, а его разработка, скорее всего, обошлась Нацбанку недешево. Разрешение на деятельность систем денежных переводов в стране дает Нацбанк. Если в финансовом регуляторе хотели обезопасить себя, достаточно было бы работать только с надежными партнерами, а не вводить из-за этого новую систему. По официальным сообщениям Нацбанка страны, к процессинговому центру по денежным переводам скоро подключатся и остальные системы переводов. Часть компаний уже в процессе интеграции, другие пока решают юридические вопросы. Власти заявляют, что этот центр нужен для того, чтобы исключить риски при взаиморасчетах систем с банками страны. Но действительно ли это так, эксперт Бурхонов сомневается. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Решение Национального банка Таджикистана о наложении запрета на денежные переводы из России стало неприятным сюрпризом для трудовых мигрантов. Наша съемочная группа провела опрос на улицах Москвы о том, что думают об этом таджикистанские трудовые мигранты и как они намерены выходить из ситуации. Кто-то услышал новость впервые. Я думаю, это усложняет опять денежный процесс мигрантов, опять сталкивается еще более проблемы для мигрантов, становится еще больше. И до этого дня мы отправили через Золотую Корону деньги. Это было прошлое, а сейчас со вчерашнего дня, поэтому я перевел деньги родным, там не давали, я вернул деньги. Не знаю дальше, что будет, с каким способом еще можно отправить. Ждем решения Нацбанка. Может, там отправим через кому-то знакомым, кто-то едет на родину. Они не должны приостанавливать денежные переводы. Мы через кого отправим? Вот сами посмотрите. Мы еле зарабатываем деньги в этих морозах. Тут платим, теперь еще и им платить. Нам что останется? Ничего. Что теперь делать? Искать людей в аэропорту, чтобы отправить деньги? И передадут ли они мои деньги вообще? Опять нам будет трудно. Придется искать людей, которые едут на родину и через них передавать деньги. Другого выхода нет. Я не понимаю, почему так происходит. Сходил вчера в Сбербанк, чтобы подключиться к онлайн-переводам. Верите, нет, там есть даже Грузия, считающаяся врагом России, но Таджикистана нет. Они говорят, что все, запретили онлайн-переводы в Таджикистан. Хорошо, что несколько дней назад по Золотой Короне отправил деньги семье. Не знаю, получили ли их вовремя или нет. Если не возобновят переводы, придется через посредников на рынке отправлять деньги. Здесь мы зарабатываем мизерные деньги, отправляем их домой родителям. Там в Таджикистане все дорого и дорожает постоянно, а сейчас еще переводы запретили. Как это понять? Если не смогу отправить деньги родителям, как они там будут жить? Я прошу, чтобы не препятствовали, чтобы мы свободно могли отправлять деньги. У меня там родители старые, болеют, они нуждаются в моей помощи. Ничего хорошего из этого не получится, потому что я не знаю, что будет дальше. Они не должны запрещать переводы. Мы сюда пришли, чтобы зарабатывать и обеспечивать детей хлебом. Зачем мне тут жить, если я не смогу заработанные деньги отправить своим детям? Правительство Таджикистана должно решать этот вопрос. Они должны понимать тяготы людей и позволить переводить деньги. Крупнейшая политическая партия Кыргызстана СДПК, которая много лет работала под председательством бывшего президента Атамбаева, теперь ему больше не принадлежит. Об этом заявил политик Сагынбек Абдрахманов, который называет себя новым председателем СДПК. По его словам, несмотря на судебные решения всех инстанций, сторонники Атамбаева не отдают ему официальные документы партии и печать. Джазгуль Гимбердиева расскажет о том, почему крупнейшее политическое объединение оказалось в центре скандала. Глава движения СДПК без Атамбаева называет себя еще и председателем одноименной партии. По словам Сагынбека Абдрахманова, еще в апреле этого года прошел партийный съезд, на котором председателем СДПК выбрали именно его вместо Атамбаева. Однако бывший президент не захотел признавать свое поражение и отдавать документы и печать партии, говорит политик. Поэтому, рассказывает Сагынбаев, он обратился в Министерство юстиции, чтобы партию перерегистрировали на его имя. Но и это сторонники Атамбаева проигнорировали. Теперь на руках у Сагынбаева вердикт Верховного суда. Решение Верховного суда, вот оно, Верховного суда, вот печать. Мы являемся легитимным
председателем партии СДПК. Верховный суд вынес решение еще месяц назад, однако до сих пор Абдрахманов не получил печать и другие официальные документы партии. По его словам, команда бывшего президента продолжает игнорировать решение кыргызстанской Фемиды. Между тем, сторонники Атамбаева заявляют, что Абдрахманов намеренно вводит общественность в заблуждение. Партия СДПК остается за нами, то есть за настоящими партийцами. На самом деле это судебное решение относительно решения действий, то есть имеется в виду Министерства юстиции. Имело ли право Министерство юстиции вносить в реестр изменения относительно руководителя политической партии? Суд вынес решение, что в действиях министра нет незаконных действий. Судебный вердикт, который показывает Сагынбаев, касается решения Минюста, внесшего изменения в реестр юридических лиц относительно политической партии СДПК, утверждает Джолдубаева. Разбирательства насчет того, кого именно считать председателем партии, начнутся только теперь. В ближайшие дни районный суд начнет рассматривать очередной иск. Крупнейшая в Кыргызстане политическая партия СДПК насчитывает порядка 50 тысяч членов по всей стране. Осенью следующего 2020 года в стране намечены парламентские выборы. И если СДПК погрязнет в судебных тяжбах, то велика вероятность, что ЦИК не зарегистрирует ее участницей плебисцита. По словам сторонников Атамбаева, власти добиваются именно этого. Смотрите далее в нашей программе. Бишкек снова накрыл смог. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах превышает норму в 10-12 раз. Правительство решило спасать столицу от угара. Правда, пока весьма необычным способом. Наши чиновники заявляли, что все пересядут на электромобили. Но это все нереальные вещи, согласитесь. Более 200 человек погибли при подавлении протестов в Иране. Об этом сообщает сегодня правозащитная организация Amnesty International. По другим данным, жертв может быть больше. Накануне газета New York Times написала о 450 убитых. В распоряжение Amnesty International попали видеозаписи, где силовики стреляют по безоружным людям. Родственники жертв сообщили правозащитникам, что им запрещают разговаривать с журналистами и даже хоронить погибших. Власти страны практически полностью заблокировали интернет и мобильную связь. Я напомню, поводом для протестов стало повышение в стране цен на топливо на 200% за одну ночь. Беспорядки продолжаются в Иране с середины ноября. Ситуацию в Иране прокомментировал президент США Дональд Трамп. Я поднимаю этот вопрос прямо сейчас. Факт в том, что Иран убивает, возможно, тысячи и тысячи людей прямо сейчас. Мы утверждаем это. Вот почему они отключили интернет. Они отключили интернет для того, чтобы люди не могли видеть, что происходит. Тысячи людей убивают в Иране прямо сейчас. И, честно говоря, я не знаю, как вы туда попадете. Я не знаю, как вы сделаете свою работу, но пресса должна попасть туда и увидеть, что происходит. Суд в Китае приговорил бывшего высокопоставленного чиновника этнического уйгура к пожизненному тюремному заключению по обвинению во взяточничестве. Обвиненный в коррупции Нур Бикри во время судебного разбирательства дал признательные показания, сообщают китайские СМИ. Бикри, который когда-то был одним из самых высокопоставленных представителей уйгурского этнического меньшинства Китая и экс-главой Синьцзяня, оказался под следствием еще в сентябре прошлого года. Он курировал Национальное управление по энергетике и был заместителем главы Центрального органа планирования Китая. С 2008 по 2014 годы был губернатором Синьцзяня. Приговор Бикри вынесли на фоне растущей международной критики в адрес Пекина в связи с его политикой в отношении уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских тюркоязычных этнических групп в Синьцзяне. Бикри пополнил ряды других высокопоставленных чиновников, задержанных в рамках масштабной кампании Пекина по борьбе со взяточничеством. По заявлениям критиков, некоторые аресты были политически мотивированными. Я напомню, с 2017 года Китай стал объектом резкой критики за то, что поместил представителей уйгуров и других коренных, преимущественно мусульманских этнических групп в так называемые лагеря политического перевоспитания в Синьцзяне. Комиссия США по международной религиозной свободе в последнем своем докладе подвергла Китай критике за вопиющие нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. По данным ООН, в китайских лагерях политического перевоспитания сейчас находится более 1,5 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.
Правительство Кыргызстана решило спасать Бишкек от смога, пока весьма интересным способом. Городские улицы больше не будут посыпать песком в гололед. Как заявил премьер-министр, на дороге сыпают грязный песок из карьеров, после чего поднимается пыль. Общественность призывает объявить чрезвычайное положение. Что еще придумали власти, чтобы очистить воздух, и как это оценивают экологи, узнавала Дарья Тимофеева. Городские панорамы и скрытые смогом трубы ТЭЦ. Самые популярные зимние фото Бишкека. О загрязнении воздуха в столице активисты кричат уже третий год. Установили датчики. Замеры шокируют. В отдельных районах допустимая норма превышена в 10-12 раз. На международных сайтах качество воздуха в Кыргызстане обозначают отметкой «нездоровый», а порой и «опасный». В социальных сетях бьют тревогу. Мы с вами, уважаемые властимущие, в одной лодке. Мы с вами и наши дети дышим одним воздухом. Воздухом, непригодным для жизни. Мне страшно возвращаться. Не от того, что в стране бардак и беспредел, а от того, что в Бишкеке невозможно дышать. Бедные мои таласские легкие. В детстве и будучи студенткой мне хотелось жить в центре, гулять вечерами по Дзержинке или в парке Панфилова. А сейчас все чаще по выходным одолевает желание уехать в район Чонгташа и дышать свежим горным воздухом. Экологи настаивают, такие данные люди должны знать. Население необходимо информировать, что ему угрожает опасность. Государство должно говорить, установить нормы загрязнения и говорить, когда нам нужно одевать маски, когда нам не нужно открывать окна, возможно лимитировать пребывание на улице и так далее, и так далее. Вот такой реакции мы ждали, по идее, еще 3 года тому назад. Не хватает политической воли. Некоторые думают, что они будут сеять панику. Власти же буквально недавно решились признать масштаб проблемы. В прошлом году отмалчивались и отнекивались. Парадоксально, тогда даже в Госагентстве по охране окружающей среды уверяли, загрязнение воздуха в пределах нормы. Я просто не помню, чтобы за последние 10-15 лет Кыргызгидромет скрывал какие-то данные или, наоборот, говорил, что у нас все прекрасно, что загрязнения нет. Наоборот, мы ежемесячно готовим информацию. Другое дело, как потом эта информация используется теми людьми, которые обязаны принимать какие-то решения. Накануне депутаты поинтересовались у правительства, на что потратят грант в $60 миллионов Зеленого климатического фонда. Оказалось, что эти средства не для борьбы с загрязнением воздуха. У правительства свои способы решения проблемы. Премьер повторил, что намерен пересадить Кабмин на электромобили. Есть 3 основные причины смога. Первое – старые автомобили. Второе – грязным песком с карьера посыпают улицы. Сверху можно заметить, что все в пыли. В развитых странах сыпят мытый песок, а потом его собирают. И третье – частный сектор надо переводить на газовое отопление. Реакция была незамедлительной. В тот же день столичная мэрия пообещала улицы впредь посыпать только солью. Так сказать, первый шаг на пути к чистому воздуху. Доподлинно установлено, что где-то 3/4 выброса это за счет автомобилей. Изношенный парк, старые автомобили, вот это горючее не соответствует, скажем, европейским стандартам. Вот это все приводит к тому, что 70% это автомобиль. Там предлагалось перейти на газ. Наши чиновники заявляли, что все пересядут на электромобили. Но это все нереальные вещи, согласитесь. Эксперты настаивают, необходимо стимулировать население снизить использование личного транспорта. Только как? Последние 10 лет каждый мэр столицы обещал завести в город экоавтобусы и увеличить количество большеместного общественного транспорта. До сих пор горожан обслуживают в основном старые маршрутки. Депутаты, ратующие сегодня за экологию, еще год назад отклонили запрет на ввоз низкокачественного топлива. Дарья Тимофеева, Азат Интемаков. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. До встречи. Где находится душа? Или в сердце? Или в мозгу? Или еще в каком-то месте? Описать, что творится в душе этого больного, если душа есть, да? Практически невозможно.
Кому такие надо? В украинской деревне трактор – вещь очень важная. Это десятки тысяч долларов, иногда инвестиция всей жизни. Но потеряв его, потеряешь все. Я хотел спросить, где мой трактор? Какой трактор? Ты кто такой вообще? Это история о фермере, который столкнулся не только с предполагаемыми преступниками,